парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков. И частей московского гарнизона для парада победы построен. Красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства, служащие советских учреждений и предприятий. Боевые друзья, от имени и по поручению советского правительства
и Всесоюзной коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас с великой победой над германским империализмом. Сегодня столица нашей Родины, Москва, от имени Родины чествует доблестных советских воинов, одержавших эту победу. Сегодня воины-победители пронесут по улицам Москвы и мимо стен Седого Кремля свои боевые знамена, покрытые бессмертной славой многочисленных побед. 4 года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего Отечества. Война с фашистской Германией этим коварным и сильным врагом явилась для нас тяжелым и грозным испытанием. Дело шло о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов Советского Союза, о том, быть нашим народом свободными или впасть в порабощение. Вначале ход войны был неблагоприятным для нас. Мы терпели военные неудачи. Враг подбирался к сердцу нашей Родины, Москве, и готовился торжествовать победу. В то время не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска. Однако наш советский народ, наша Красная Армия не падали духом. Вдохновляемые партией мы были твердо уверены в победе своего правого дела, отстаивая каждую пять родной земли, проявляя в боях чудеса героизма. Советские войска настойчиво учились бить врага наверняка, бить по всем правилам военной науки. И они этому научились. Отразив натиск немецких войск, Красная Армия перешла в решительное наступление, очистила от врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии, наголову разгромила гитлеровскую армию и водрузила знамя победы над Берлином. Так подлые немецкие захватчики разделили участь всех прочих захватчиков, посягавших на нашу священную землю. Подняв меч против нас, немцы нашли гибель от нашего меча. Соединенными усилиями великих держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, фашистская Германия повержена в прах. Ее чудовищная военная машина разрушена. Преступная гитлеровская
гитлеровское правительство уничтожено. Очаг немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Человечество избавлено от своего злейшего врага германского фашизма. Отечественная война завершена. Одержана победа, какой еще не знала история. Источниками этой великой победы являются наш социалистический строй, мудрое руководство большевистской партии, правильная политика советского правительства, морально-политическое единство народов нашей страны, исполинская сила Красной Армии и доблестный труд советского народа. Да здравствует наша победа! Слава победоносным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому советскому народу, народу-победителю! Слава вдохновителю и организатору нашей победы, великой